Связь человека с землей, на которой он родился и живет, крепче, глубже и содержательнее, чем это можно себе представить. Как в седом прошлом, так и в настоящем человек всегда зависит и еще долго будет зависеть от окружающей его среды, в первую очередь от земли и ее плодоносности. И наоборот, земля, ее плодородие, стабильность и первозданность экосистем зависят от человека, от его бережного отношения к своей кормилице, от внимания и любви к родной природе. Эта взаимосвязь очевидна и непререкаема, и только в тесном единении и гармонии с окружающей природой человек может рассчитывать на стабильную и благополучную жизнь. Сегодня у Кыргызстана есть уникальный шанс и блестящая возможность показать, что любое устойчивое природопользование способствует решению социально-экономических задач, в первую очередь повышению благосостояния населения страны. Эти принципы лежат в основе глобальной инициативы двух агентств ООН – программы развития Организации Объединенных Наций и программы ООН по окружающей среде. Когда инициатива ПРООН ЮНЕП «Бедность и окружающая среда» выбирала страны в Центральной Азии, с которыми предстоит работать, проводился тщательный анализ. Кыргызстан и Таджикистан представили наиболее убедительные аргументы в пользу такой деятельности. Основное население в нашей республике проживает в сельской местности. Бедность сосредоточена именно там. Кыргызская республика – это суверенное многонациональное государство, расположенное в центре Евразиатского материка на высокогорном массиве Тянь-Шаня и Памира-Алая. Площадь Кыргызстана почти 200 тысяч квадратных километров. 90% территории расположено выше 1500 метров над уровнем моря. В Кыргызской республике на 1 января 2011 года насчитывается около 5,5 миллионов человек. Более 1/3 населения проживает в городских поселениях и около 2/3 в сельских. Кыргызстан, территорию которого почти на 90% занимают горы, вопреки, а может быть именно благодаря этому обстоятельству, имеет весьма серьезный природный потенциал. Высочайшие горные вершины, украшенные тысячелетними снежными шапками, стремительные потоки чистой ледниковой воды, огромные, разросшиеся на десятки тысяч гектаров горные леса, включая реликтовые орехово-плодовые массивы, богатые разнотравьем альпийские луга, озера и плодородные долины – все это формирует уникальную среду обитания. Предгорья и склоны Тверскей Алатоу и Тянь-Шаня покрыты дремучими хвойными лесами, в которых произрастает редкая в природе тяньшанская ель. В лесах и горах обитают редкие виды животных, прямые родственники которых во многих странах мира находятся на грани вымирания. Уникальная экосистема с ее богатейшим биологическим разнообразием является предметом законной гордости жителей Кыргызстана. Не меньшие богатства хранят в себе подземные кладовые республики. Даже по приблизительным оценкам специалистов стоимость залежей полезных ископаемых Кыргызстана оценивается в несколько десятков триллионов долларов. В обширном реестре исследовательских геологических данных значатся не только богатые месторождения золота и углеводородных ресурсов, но и крупные залежи урана, железной и алюминиевой руд, редкоземельных металлов и многое другое. Тем не менее и к сожалению, несмотря на все имеющиеся природные богатства, в Кыргызстане сегодня уровень бедности населения по-прежнему остается достаточно высоким. Проблемы бедности в Кыргызстане, они довольно острые. Вот, вы знаете статистику, которая свидетельствует о том, что более 33% населения живет за чертой бедности. И, конечно же, эта цифра, она как бы заставляет не просто задуматься, она заставляет и должна заставлять действовать. Действовать в том смысле, чтобы уменьшить ее и улучшить благосостояние людей и возможность их получать нормальные и условия, и услуги, и условия жизни и прочее. Конечно, здесь очень многое упирается в создание рабочих мест, а создание рабочих мест упирается в капиталовложения или в инвестиции. И вот здесь, я думаю, что мы как раз и находим ту связь, которая связывает, если можно так сказать, вот эти две проблемы. Дело в том, что все, что связано с окружающей средой, имеет большую перспективу с точки зрения вывода людей из бедности. Вот. И в то же время создает риски, которые в какой-то степени ведут к обострению этой ситуации.
Жизнь в горных условиях, как известно, имеет свои преимущества, определенные особенности и, конечно же, серьезные проблемы. Даже самый поверхностный обзор ситуации убедительно показывает, насколько сложен и неустроен быт людей, населяющих высокогорные отдаленные аилы. Причины такого положения несложно определить. Суровый климат. Здесь зима длится почти полгода. Отсутствие природного газа, частые и почти систематические отключения электроэнергии, нерешенные до сих пор проблемы обеспечения населения чистой питьевой водой. Не говоря уже об отсутствии прочих, может быть, не столь жизненно важных, но необходимых в современном мире элементарных удобствах и благах цивилизации, которые украшают и упрощают жизнь и быт человека. Это и горячая вода, и канализация, и доступ к интернету, наконец. Мы жители села Жалгыз-Терек. У нас самая большая проблема – это нехватка чистой питьевой и поливной воды. Живем в трудных условиях. Из-за того, что нет поливной воды, все то, что мы выращиваем, засыхает. Наш труд даром пропадает. За чистой питьевой водой нам приходится ходить за 2-3 километра в соседнее село – Джиргитал. Мы навьючиваем на ишака фляги и вот так перевозим. В сельской местности в среднем за 2006-2010 годы по республике 604 тысяч человек или 16% от общего населения остаются необеспеченными чистой водопроводной водой. Наиболее высокий уровень обеспечения сельского населения водопроводной водой отмечается в Чуйской области – 96%, Иссык-Кульской – 93%, Нарынской области – 87%. Наиболее низкий в Баткенской области – 64%. Вопросы выживания жителей горных регионов Кыргызстана значительно усугубляются проблемами в аграрном производстве и животноводстве. Построенная в советское время ирригационная система разрушается и не в состоянии обеспечить все сельскохозяйственные угодья поливной водой. Ежегодно порядка 100 тысяч гектаров пахотных земель выпадают из агропроизводства по причине систематических нарушений правил агротехники и севооборота, отсутствия полива. Вместе с тем нерациональное использование воды приводит к засолению и заболачиванию земель в отдельных регионах страны. В 1993 году для предотвращения эрозии почвы Аил Акмату посадил на 20 гектарах земли 60 тысяч саженцев тополей. Но из-за того, что это место не огорожено и не было сторожа, люди вырубали деревья. В итоге осталось всего около 5000 тополей. Сельчане напрямую зависят от использования природных ресурсов, как источника средств выживания, и оказывают сильнейшее воздействие на них. В результате хозяйственной деятельности и влияния ряда природных факторов из существующих 10,5 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий порядка 80% признано деградированными и подверженными процессу опустынивания. 9 миллионов гектаров или 48% территории страны занимают пастбища. Площадь пашни в стране более 1 миллиона гектаров. Удобные и необходимые для сельчан ограниченные в своих возможностях присельные выпасы вытаптываются скотом до состояния пыльных барханов. Не меньшую тревогу вызывает сегодня состояние летних отгонных пастбищ на высокогорных альпийских лугах. Некогда тучные, высокопродуктивные пастбища, покрытые обильной и сочной зеленью, все больше зарастают ядовитыми сорными травами. Это карагана. С каждым годом этот колючий кустарник разрастается на пастбищах Сусамыра и отнимает у фермеров территории для выпаса скота. Его очень сложно уничтожить. Раньше, когда я учился в школе, учителя отправляли нас вырезать кусты караганы, из него мы делали веники. Проблема в том, что этот сорняк очень быстро разрастается. По сравнению с данными 1990 года, площадь караганы увеличилась с 5000 гектаров до 18 тысяч. Горный рельеф и климат предполагают повышенную опасность жизни горных сообществ. Из 70 самых опасных распространенных стихийных бедствий республика подвергается воздействию более 20. Ежегодные оползни и сели, проливные дожди и град наносят громадный ущерб не только инфраструктуре, дорогам, мостам и линиям электропередач, но и надеждам крестьян и фермеров на будущий урожай. Землетрясения и ураганные ветры нередко оставляют жителей без крыши над головой. Растет статистика человеческих жертв от природных катаклизмов. Понятно, что в первую очередь страдают те, у кого нет достаточных средств для того, чтобы справиться с последствиями стихии, то есть бедные слои населения. Количество стихийных бедствий растет неравномерно и труднопредсказуемо. Так, если в 2007 году в Кыргызстане зарегистрировано 209 чрезвычайных ситуаций, то в 2010 году их было 439, а в 2011 году произошло 255 стихийных бедствий. Чаще всего угрозу представляют сели и паводки – 29% от всех чрезвычайных ситуаций. Затем снежные лавины – 11%, оползни – 6%.
Ежегодно ущерб от стихий в Кыргызстане составляет более 1,5 миллиарда сомов или 37 миллионов долларов. При этом, по расчетам специалистов, для реализации плановых мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций требуется порядка 6,5 миллиардов сомов или 150 миллионов долларов США. Мировое сообщество не может не реагировать на существующие проблемы и уровень бедности в горных странах. Программа развития Организации Объединенных Наций и программа ООН по окружающей среде давно и достаточно результативно занимаются решением проблем устойчивого развития горных регионов, вопросами сохранения окружающей среды и повышения благосостояния их жителей, в том числе и Кыргызстана. Одним из перспективных шагов в этом направлении является глобальная инициатива ПРООН ЮНЕП «Бедность и окружающая среда». Проект «Бедность и окружающая среда» реализуется в Кыргызстане с августа 2011 года. Первая фаза продлится до конца 2013 года. Первая задача предусматривает интеграцию вопросов бедности и окружающей среды в процессы стратегического планирования на всех уровнях в стране и интеграцию этих вопросов в программы и проекты всех агентств ООН и ПРООН. Вторая задача нацелена на региональный уровень, то есть внедрение вопросов взаимосвязи бедности и окружающей среды в процессы стратегического планирования на региональном уровне. Развитие Кыргызстана в ближайшие 3 года будет определяться среднесрочной программой на 2012-2014 годы. По сути, это план действий правительства Кыргызской Республики по обеспечению перехода к устойчивому развитию страны с учетом взаимосвязи экономики, эффективно решаемых социальных задач и охраны окружающей среды. Эти же основополагающие принципы устойчивого развития лежат в основе глобальной инициативы ПРООН ЮНЕП «Бедность и окружающая среда». Бизде болсо Кыргызстанда ПРООН ЮНЕП деген жакшы программа бар. Программа ПРООН ЮНЕП «Бедность и окружающая среда» призвана заложить базовые основы для внедрения зеленого развития в Кыргызстане. У нас очень ограничены ресурсы полезных площадей и углеводородных ископаемых, которые сегодня используются для наращивания и поддержания экономики. При этом свыше 1/3 населения проживает за чертой бедности. Это очень большой показатель, и мы его должны сокращать. Отсюда и большая дилемма – как при ограниченных ресурсах наращивать потенциал. В среднесрочной программе правительства инициатива ПРООН ЮНЕП окажет очень существенную поддержку процессам преодоления бедности и охране окружающей среды. Поскольку инициатива ПРООН ЮНЕП «Бедность и окружающая среда» предусматривает интеграцию экологических приоритетов и вопросов сокращения бедности в национальные, отраслевые и местные стратегии развития, органы самоуправления должны учиться комплексному планированию с учетом всех измерений устойчивого развития в контексте рационального использования природных ресурсов и повышения благосостояния местных сообществ. Эта работа уже началась с администрацией Нарынской области и Сусамырского аильного округа, которые являются пилотными для инициативы «Бедность и окружающая среда». Мы считаем, что создание планов развития – это важнейший инструмент мобилизации ресурсов для решения насущных потребностей территории, области, района и его жителей. Создание планов помогает развитию областей. И мы знаем такие примеры из многих стран. Программа развития ООН работала в Грузии, в других странах Европы и Центральной Азии. И вот в регионе Кахетии, в Грузии, создание стратегии развития территории помогло привлечь ресурсы на развитие этого района со стороны Мирового банка, который, увидев четкость этой стратегии, обозначенные приоритеты, согласился выделить ресурсы в размере 50 миллионов долларов на развитие этой территории. Мы думаем, что такие же задачи мы ставим и в Кыргызстане, в частности, в нашем территории-партнере Нарынской области, где программа «Бедность и окружающая среда» начала работать по созданию стратегии развития Нарынской области. Комплексный анализ ситуации и наиболее важных проблем даст специалистам программы возможность определить актуальность и обоснованность подготовленных местными жителями планов, подсчитать, в какую сумму обойдется их реализация, а затем совместно разработать на этой основе интегрированные планы местного развития и пакеты проектов для инвестиционных стратегий развития, под которые и будут изыскиваться источники финансирования. Главное то, что все программы и действия должны быть направлены как на повышение уровня жизни местного населения, так и на рациональное природопользование. Рекомендации экспертов проекта будут использованы на следующем этапе стратегического планирования развития территорий, включая бюджетирование. Специалисты подготовят конкретные индикаторы, исполнение которых позволит судить об эффективности проделанной работы.
Кыргызстан – один из немногих уголков планеты, где природа сумела сохранить свою относительную первозданность и красоту в условиях активного наступления века постиндустриального развития высоких информационных технологий и производств с растущим истощением природных ресурсов и деградацией естественных экосистем. Как уберечь природу от неименуемой человеческой деятельности? Как сохранить чистоту и богатство окружающей среды для будущих поколений? И как при этом сделать жизнь людей достойной и благополучной, а деятельную натуру Homo sapiens успешной и продуктивной? Поиском ответов на эти вопросы мы должны заняться. И поможет в этом глобальная инициатива ПРООН ЮНЕП «Бедность и окружающая среда».